Сәғыл достар, біз девам етеміз. Яйнымыздың аман-аман соңки дақалары, соңки ярым саты қалды. Ама шу вақыт девамында біз мемлекет или güzel бір субъектні кечірмеге истердік ки студиямызда Мұсафыр анағанызға көре ве шынды біз ғайд мерақлы мевзу ақында ла ферсетедеміз шеріміздің мемарлығы ақында ве сонда мемарлық ақында сәғыл достар бұл іште бізге истидатлы тәжірибелі бір инсан yardım edecek. Evet dostlar, mimar zinaatının inceliklerini öğreneceğimiz. Bunun için bizim stüdyamızda Zarema Hanım Nagayeva, mimarlık doktoru, profesör, Cumhuriyet Şehir Kurul Şurası'nın azası. Селям алейкум. Алейкум селям. Как началось ваше утро? Как настроение? Настроение хорошее, рабочее. В это время я начинаю работу как раз. Вот я сегодня к вам в гости пришла. Çok sağ olun. Зарема Ханум, мы знаем, что в авторском списке ваших работ есть целые микрорайоны. Это и Белая, Каменка, в Евпатории это Исмаил Бей. Помимо этого генеральные проекты скверов, парков. Расскажите, что входит в сферу ваших интересов и занимаетесь ли вы проектированием обычных жилых домов? Ну, я архитектор, уже 50 лет в архитектуре работаю, достаточно долго, поэтому, естественно, что все, что связано с архитектурой, входит в сферу моих интересов. Исмаил Бей, Каменка Белая, Строгановка. Это те объекты, которые были сделаны еще в конце 80-х годов, когда крымские татары начали массово приезжать в Крым. Как раз вот им выдавали земли, и нужно было запроектировать микрорайоны, чтобы были места и для участков, и были места для общественных сооружений. Поэтому нас просили, мы еще будучи в Ташкенте, мы еще сюда не переезжали, с моим братом Ибраимом проектировали вот эти микрорайоны. И потом земли раздавались уже под застройку крымским татарам. Достаточно много объектов было сделано тогда еще, когда я была в Ташкенте. Это крымско-татарский этнографический комплекс в городе Евпатория. Это были советские времена, то есть это должно было все воплощаться, но, к сожалению, все изменилось потом, и не совсем могли мы воплотить то, что мы хотели бы. Что касается парков и скверов, это, конечно, мы тоже проектируем вместе с нашими студентами. Я вообще стараюсь, чтобы студенты приобщались к тому, что необходимо сейчас строить в Крыму, ко всем работам, которые происходят по проектированию архитектуры в Симферополе, в Ялте, в Евпатории, во многих городах, других населенных пунктах. Целый перечень работ, которые мы делаем со студентами. Естественно, парки – это места отдыха. Да, конечно, они должны быть обустроены, там должны быть очень красивые малые формы, характерные места отдыха, развлечений, места для детей, чтобы они там тоже отдыхали. Да. Это мы тоже делаем, и тоже вместе с моими студентами достаточно успешно. У нас есть дипломные работы, магистерские диссертации, где мы занимаемся вот этим направлением конкретно. Ну, ландшафт в Крыму очень такой особенный, очень развитый и требует к себе очень внимательного отношения. Единственное, что мы не хотели бы, чтобы ландшафт испортили какие-то не очень хорошие, красивые постройки. Жилье. Мы очень запроектировали много с братом индивидуального жилья, гостиниц. Все это у нас есть среди наших проектов. И частная застройка была тоже, есть она практически. Но жилье очень важно. Но, к сожалению, получилось так, что вот наши места первого поселения компактного, не получилось так, что там было крымско-татарское жилье. К сожалению, есть отдельные объекты, но общего облика нет. Вот это было упущение. Надо было в наших таких местах, в той же Каменке, в Хошкильды, в Ак-мечети, построить ряд домов по проектам крымско-татарским. Мы это предлагали в свое время, но, к сожалению, не получилось. Здесь наше упущение. Поэтому эти наши места компактного проживания имеют немножко разноликий такой облик.
Иногда есть здания, которые совершенно не свойственны. Ну, тогда, конечно, крымские татары переезжали, им нужно было срочно строить жилье, обустраиваться. Некоторые начинали там с времянок, каких-то небольших частей дома, потом пристраивали. Ну, может быть, было не до этого. Но, к сожалению, вот это вот такой момент, он есть. Стилистики микрорайона тогда еще не думали, да? О стилистике мы-то думали уже, но тогда Госкомнац говорил нам, надо прежде всего построить дороги, построить сети, построить все обустройство для того, чтобы люди могли селиться и жить. А этот момент немножко был упущен. Его надо было каким-то образом, наверное, активнее рекламировать, среди татар говорить об этом. Но в этом плане вот культурно-этнографические центры, которых мы тоже достаточно много запроектировали по Крыму, они как раз-таки направлены на то, чтобы показать облик крымско-татарского жилья, быта, музыки, костюмов, ну и всей жизни. И такого рода объекты, они по всему миру очень распространены. Я думаю, что со временем их достаточно много будет. Сейчас только начало развития этого направления. Зарема Ханум, стоит отметить, что собственники домов сейчас в последнее время и сами, да, действительно появляется тенденция вот придавать национальные черты, да, все-таки своим домам. Это и выражается в архитектуре, и в обрамлении дома, и внутри его, его, скажем так, быта, да. Зарема Ханум, действительно колоссальный опыт, да, у вас в сфере архитектуры. А как пришли к этой работе, почему выбрали для себя в жизни именно это направление, и помните ли свой самый первый проект? Пришла я к этому в связи с тем, что мой отец был архитектор, я из династии. Это семейная, да, у вас династия? Это семейная династия. Мой отец, старший брат Эдигер, младший брат Ибраим и я. Мы все четверо архитекторы. Ну, отец и брат Рамитли уже старшие. Они достаточно много запроектировали. И в Крыму мой отец запроектировал в свое время в конце 30-х годов. Он был один из первых архитекторов, и учился он у очень известных архитекторов в Москве, в Московском архитектурном институте. Они внушили ему, конечно, любовь к профессии, которую он нам передал. Эдигер, он очень рано умер, ему не было еще и 30 лет, но он уже довольно много запроектировал в Ташкенте. Он реконструировал улицу Пушкина в Ташкенте, строил кафе «Буратино», очень известное, старшее поколение знает об этом кафе. К сожалению, он заболел и умер. Так вот, от отца нам передалось это все, любовь к профессии, много слушали мы от него об архитектуре. У нас были очень интересные, ценные, старинные книги дома. Мама моя, Эдия Усмановна, она учительница была, но ей нравилась эта профессия, она поддержала. Вот. И мы как бы все трое закончили архитектурный факультет Ташкентского политехнического института. Один из основателей этого факультета был мой отец. И я сразу же практически пошла работать тоже в институт, где мой отец работал в свое время, УЗГоспроект. Но мне повезло, у меня были хорошие учителя и в институте, и в УЗГоспроекте. Сначала, конечно, я проектировала, я была еще молодая совсем, мы проектировали крупные объекты, вот общественно-административный центр в Хиве. Огромный объект, где я участвовала в проектировании, там был главный архитектор Сергей Михайлович Сутягин. Пришлось мне работать достаточно напряженно. Мы в субботу и воскресенье работали. Но я получила достаточно большой заряд именно в этом направлении, в архитектуре. Достаточно долго длился этот объект. Вот это вот один из первых объектов. Ну и был еще в городе Коканде музыкально-драматический театр, где я была соавтором, и за который мы получили государственную премию Узбекистана имени Алишера Наваи. Но это значимые объекты. Их было достаточно много, но тем не менее. В Узбекистане я проработала достаточно много лет, около 30 лет. В этом институте с самого начала я в нем и работала, по сути дела, потом уже приехала в Крым. Со временем количество ваших работ возрастало, и сегодня, когда вы видите ваш проект уже в реализованном виде, что вы чувствуете? Ну, здесь, в Крыму, один из первых проектов реализованных – это скульптурный комплекс Возрождения на территории Кипу, где я один из авторов. Чувствую
чувство какое-то есть удовлетворение, потому что он был как раз посвящен возрождению нашего народа, который возвращался в Крым. Смысл этого объекта был, чтобы показать, что мы прошли через очищение, вот Судан, кетчуп, как у нас говорят, да, и вспоминая, не забывая о том, допустим, негативном, что с нами было, но тем не менее устремились к новой жизни. Вот там как раз венчает комплекс такая композиция со звездой. Это мы через знания, там в основе книга, через знания, через науку, через практическую работу наш народ стремится к лучшему, не забывая людей, которые погибли в то время, людей, которые принимали участие в нашем возвращении. Там и выражена благодарность этим людям в этом объекте. И стремимся к лучшему. Мне кажется, что сейчас это как раз все говорит и свидетельствует о том, что так происходит. Где бы мы ни работали, что бы мы ни делали, какая бы у нас ни была профессия, мы все-таки идем к лучшему, к будущей жизни, учимся, стараемся, воспитываем и молодежь тоже. Я думаю, что это все будет в результате. Иншаллах. Зарима Ханум, да, скажите, пожалуйста, вот когда вы приступаете к работе над новым объектом, с чего все начинается? Первые действия архитектора, скажем. Первые действия архитектора – это, конечно, сначала тема, на которую надо сделать какой-то объект. Это достаточно тяжелая, в общем-то, особенно начальная стадия работы, где нужно придумать идею на эту тему. Да? Здесь в этом плане вот творческие работники, ну и не только архитекторы, но и многие другие, наверное, в других областях, они задумывают идею. Часто эта идея может где-то корректироваться, меняться. Это самый мучительный процесс. Придумать, как это может выглядеть в результате, в каком виде. Ну вот комплекс Возрождения как раз там тема была, что это должно быть посвящено возрождению крымских татар. Но как это выразить архитектурными средствами, это, конечно, решает архитектор. Каким образом? Это может быть в любом виде. Да? Вот с этого все начинается. Это часть проекта, которая называется «Эскизное предложение». Это самое начало, где показывается основная задумка в цвете. Естественно, что люди смотрят на это, обсуждают, говорят свои какие-то мнения, может задумка это корректироваться. А далее идут уже рабочие чертежи или рабочий проект, когда все это разрабатывается для строительства конкретно. Вот примерно так выглядит проектирование объекта архитектуры. Так профессия архитектора – это все-таки профессия творческая, либо техническая, по вашему мнению, либо это как раз-таки то самое объединение этих двух сторон? Ну, вы правы совершенно, это симбиоз или объединение. И мы и обучаем наших студентов и техническим наукам, и художественным. То есть профессия на стыке. Но есть такая интересная вещь в этой профессии. То есть у архитекторов, у некоторых больше развита художественная часть мышления, а у некоторых техническая часть, понимаете? И вот тут вот объединение, допустим, в работе такого и другого архитектора, ну плюс вы понимаете, что в архитектуре не работают только архитекторы, они все начинают, да, с них начинается идея, разработка этой идеи, а дальше подключаются инженеры, подключаются технологи. В данном случае подключался скульптор Айдер Алиев к этой работе по возрождению. Да? И многие другие специалисты, ну, в каждом объекте по-разному, которые вместе осуществляют эту работу. Вот если они грамотные, если они находят общий язык, они стараются. Мне повезло, я работала с такими архитекторами еще в Ташкенте, когда все остальные специалисты считались нашим мнением, понимаете? Мы говорили, что это должно быть именно так, и они старались сделать именно так. Это лучший вариант, ну и так должно быть на самом деле. Вот так это происходит. Еще Зарима Ханум хотел задать такой вопрос. Мы видим в последние несколько лет Симферополь стремительно меняет свой облик. Проводятся ремонты парков, скверов. Внося такие изменения, важно ли сохранять единую архитектурную стилистику? И вообще, есть ли у Симферополя свой архитектурный облик?
Вы знаете, это обязательно нужно делать. Стилистику надо сохранять, облик, традиции во всех населенных пунктах, не только в Симферополе. Что касается Симферополя, это столица республики. Да? Здесь у нас есть два исторических центра. Это старый наш город, да, и сложившийся в свое время, и так называемый губернский город, это самый центр, вот улица Пушкина, Горького, где были построены объекты уже при присоединении Крыма к России в XVIII веке. Начали строить эти объекты. В настоящее время, ну, на мой взгляд, необходимо усилить работу, конечно, по формированию и обустройству этих центров. Надо показывать на базе этих центров, как когда-то здесь жили люди. Здесь еще очень много, достаточно много работы в Симферополе для того, чтобы выразить его столичность. Это выражается с помощью различного рода интересных объектов, крупных, которые присущи для столицы. Ну и мало того, значение столицы еще в том, что здесь очень много населения прибывает, да, это курортная зона, Крым. Поэтому люди будут прибывать сюда, и они должны видеть, что Крым, Симферополь, столица Крыма, это достаточно красивый город, который должен привлекать людей к себе, не только местных жителей, допустим, Крыма, но и всех остальных. Ну и здесь в этом плане достаточно много. Ну, я хочу пример привести. Например, сейчас речь стоит о проектировании крупной онкологической клиники. Вот Марина, она небольшая, а у нас есть проект, который мы сделали с нашими студентами для строительства многопрофильной онкологической клиники. Вот сейчас речь идет о том, чтобы землю под нее взять и начать строить. То есть в столицу должны люди приезжать со всего мира. Спортивная часть отстает. То есть у нас стадион Таврия, который не приспособлен. Я тоже им занималась, собственно говоря, да, реконструкцией. Он давно построен. К нему подъехать очень сложно. Нет парковок. Это, кстати, болезнь всего Крыма, парковки. Вот. Значит, надо выносить стадион, весь комплекс за пределы города. Его сформировать, построить с учетом, что здесь могут производиться какие-то крупные международные соревнования. И это усилит значение Крыма, вот такого рода объекты. Крупные концертные залы. У нас пока еще только вот музыкальный театр, наш театр есть, крымско-татарский, да. Когда-то здесь мой отец участвовал в проектировании, в конкурсе оперного театра крымско-татарского. Он должен был быть на месте кинотеатра «Симферополь». Сохранилась фотография этого проекта, но война помешала и не получилось, да. То есть различного рода театры. Есть театр русский имени Горького, он считается неплохой по своей труппе. То есть вот это учебные заведения, ну, есть у нас учебные заведения, их количество можно расширять. Вот сейчас вот есть Крымский федеральный университет, я работаю, значит, один из федеральных университетов России, достаточно крупное образование. То есть вот такие моменты. Конечно, скверы, парки. Сейчас парк имени Гагарина, вот центральная часть началась реконструироваться, более-менее там приличная уже такая атмосфера была. Еще несколько лет назад очень плохо. То есть там даже были всякие криминальные события, когда у людей там могли украсть телефон, еще что-то происходило. А сейчас уже как бы это к лучшему. Ну, детский парк у нас есть на площади Куйбышева. Есть парки по всему Крыму, которые нужно еще и заново проектировать. Вот Евпатории, например. Кстати, мы сейчас с нашими ребятами проектируем новый облик парка имени Кирова. Он будет молодежный, этот парк, в Евпатории. Вот конкретно сейчас ребята 4-го курса мои этим занимаются. То есть к нам часто обращаются наша власть, министры, Министерство строительства и архитектуры, с кем мы работаем, Министерство ЖКХ, главный архитектор Республики Крым. Мы сейчас проектируем, вот делаем эскизное предложение по Николаевке. Там очень такая необустроенная набережная. Делали мы предложение по обустройству набережной Ялты. То есть вот такого рода работы у нас их очень много. Я стараюсь в курсовики наши внедрить вот такого рода работу. То есть Крым должен быть прекрасен в результате.
Çok sağ olun. Для этого есть все основания. На этой замечательной ноте хотели бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня к нам в эфир, пожелать успешной реализации, конечно, ваших дальнейших проектов и поблагодарить вас за ваш труд, за ваш вот этот пройденный, да, этап в такой сфере, как архитектура. Çok sağ olunuz бізге келгеніңіз. Сіз де сау болыңыз. Сау болыңыз. Масштаб вклада, вашего вклада в развитие Крымского полуострова, он просто огромен, и мы желаем вам успехов. Сау болыңыз. Я вам тоже желаю хороших успехов больших, то, что вы делаете. Я думаю, что у нашего народа очень много талантливых людей во всех областях. И я думаю, что их надо приглашать, привлекать и общаться. В нашем единстве, скажем так, это наш успех. Çok sağ olunuz. Сіз де сау болыңыз. Devam etemiz saygılı dostlar. Mana böyle meraklı suhbetten son endi navbatdagi rubrikamızны seyretmege vaqt keldi. Söz sırası vaqtımız endi az kaldı. Sonki 15 dakika. Ve şimdi keliniz navbatdagi ana tili rubrikamızны seyreteyik.